Один из талибов получил необходимое политическое влияние и готов возглавить республику. Абдугани Барадар, член запрещенного в России движения «Талибан», может стать новым лидером Афганистана. Об этом сообщает The Washington Post. Издание отмечает, что брат вернулся в республику через 20 лет после депортации. За годы своего отсутствия талибы заняли важные политические позиции. Частично такой опыт был обнаружен в пакистанской тюрьме, пишет The Washington Post. Некоторые считают Талибан марионеткой Пакистана. Автор публикации считает, что отбытие наказания в пакистанской тюрьме усилило политическое влияние брата и позволило ему создать образ человека, не подчиняющегося приказам и действующего независимо. Этот боец отличается от других талибов. Брат возглавил радикальную делегацию во время переговоров с США в Дахе в 2020 году и лично встретился с госсекретарем США Майком Помпео. По сообщению The Washington Post, боевика прибыла в Кандагар с колонной белых автомобилей, где его встретили тысячи афганцев. Похоже, что брат будет иметь большое влияние в новом правительстве Талибана, и его роль в нем будет игнорироваться, отмечает автор. Однако пока невозможно предсказать, сможет ли этот боевик возглавить Афганистан. Хотя братство провозгласило свободу выражения мнений, в некоторых частях страны были закрыты школы для девочек и поступали сообщения о других нарушениях прав человека. По сообщениям СМИ, именно Барадар проведет переговоры с различными афганскими политическими лидерами. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте колокольчик и лайки, мы будем рады, что вы подписаны на наш канал.